Первый и ключевой вопрос на повестке дня – проект закона о республиканском бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Его рассматривают в первом чтении. С докладом выступает зампред правительства, исполняющий обязанности министра финансов Тамерлан Вышегуров. Он сообщил, что бюджет сформирован с учетом федеральных параметров и прогноза социально-экономического развития. Общий объем доходов 41,9 миллиардов рублей. Общий объем расходов 42,8 миллиардов рублей, дефицит бюджета в размере 873 миллиона рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2027 года составляет 1,9 миллиарда рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства Российской Федерации. Объем налоговых и неналоговых доходов на 2026 год составляет 8,7 миллиардов рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов республиканского бюджета составляет 20,8%. Необходимо отметить тенденцию к увеличению, если у нас в 2024 году общий объем налоговых и неналоговых доходов сложился в сумме 7,2 миллиарда рублей, то прогнозно это 8,7 миллиардов рублей. Главный финансовый документ на будущий год продолжит курс на реализацию стратегических целей региона. И, что важно, наибольший объем расходов, как и прежде, заложен на социальную политику. В общем, безвозмездные поступления на 2026 год предусмотрены в объеме 33 миллиарда рублей. Это дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,7 миллиардов рублей, дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 1,3 миллиарда рублей, субсидии 9,7 миллиардов, субвенции 1,8 миллиарда и иные межбюджетные трансферы это 631 миллион рублей. Проект бюджета депутаты единогласно поддержали в первом чтении, но, как отметил председатель комитета по бюджету и налогам Разат Далгиева, ко второму чтению необходимо внести все поправки. Комитет считает необходимым, чтобы в постановлении Народного собрания о принятии законопроекта в первом чтении было прямо предусмотрено условие его обязательной доработки ко второму чтению. Рассмотрение проекта во втором чтении может быть осуществлено только после внесения доработанного варианта с учетом всех замечаний и уточнений. Следом на повестке дня законопроект, который отменяет льготы для аэропортов региона. Это решение связано с продажей части акций международного аэропорта Магас имени Асканова с целью привлечь инвестиции для его дальнейшего развития. И эту инициативу также поддержали в первом чтении. У нас вся нормативная база есть для того, чтобы применять льготу по налогу на имущество в случае дальнейшего развития аэропорта. То есть мы считаем, что первое это, конечно, увеличение дохода, и второе, это уже совместно с Министерством экономического развития будет стимулировать организацию, которую у нас приобрел аэропорт, для дальнейшего развития, дальнейшего роста этого аэропорта и вхождения, привлечения, точнее, дополнительных инвестиций. В ходе заседания депутаты также определились с кандидатурой представителя общественности в квалификационную коллегию судей республики. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Ингушетия о представителе общественности в квалификационной коллегии судей Республики Ингушетия, представителем общественности в квалификационной коллегии судей Республики Ингушетия назначается Султыгов Рамзан Маусурович. Еще один важный пункт обсуждения – безопасность жителей. Парламентарии рассматривают поправки в закон о гражданской обороне. Проект был принят в первом чтении. Координация деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций при проведении указанными органами и организации мероприятий по гражданской обороне осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Ингушетия. Также определено, что порядок финансового обеспечения отдельных мероприятий регионального уровня по гражданской обороне, а также перечень таких мероприятий устанавливается правительством Российской Федерации. Депутаты также приняли в третьем окончательном чтении закон, который касается полномочий в сфере градостроительной деятельности. А еще поддержали во втором чтении проект о развитии креативных индустрий в Ингушетии и отдельно проект закона о внесении изменений в закон об образовании в Республике Ингушетия, который направлен на повышение качества высшего образования. Данная инициатива повысит эффективность работы учебно-методических объединений, выработает оптимальные критерии оценки качества образования, подготовит и согласует участников образовательного процесса
Это все касается квалификации профессорско-преподавательского состава. Не остается без внимания и вопрос здравоохранения. Народные избранники обсудили основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящие 3 года. В поле зрения парламентариев и другие инициативы, среди которых законы о недрах и о ветеринарии, а также около 10 федеральных законопроектов, которые требуют заключения регионов. Мария Макиева, Хасан Евлоев, Магаз 24.